Досрочные президентские выборы и референдум, определивший форму правления, находились под пристальным вниманием международных и местных наблюдателей. Глава миссии наблюдателей от СНГ оценил выборы как прозрачные, за исключением некоторых нарушений в ходе избирательной кампании. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества наблюдала за ходом голосования от подготовки до его окончания. Нарушений не зафиксировано. Очень рад и горжусь, что Центральная избирательная комиссия способна выстраивать избирательную кампанию в рамках того законодательства, которое есть в Киргизии. Голосование прошло демократично и соответствовало международным стандартам. Мирвахит Азимов, глава миссии Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сказал, что наблюдатели не видели никаких агитационных материалов, принуждения или влияния на результаты выборов. После завершения голосования было организовано сопровождение. Это еще один факт, который показывает открытость выборов. До этого парламентские выборы, которые проводились с формой номер 2, тоже прошли хорошо. Выборы прошли честно, открыто. Другие международные наблюдатели высоко оценили пандемию. Посол Организации исламского сотрудничества Гутали Али заявил, что в досрочных президентских выборах и в референдуме Кыргызстана были сохранены демократические принципы. Мы также пообщались с избирателями лично. Следует отметить, что при выборе был полностью демократический принцип. Кыргызстан делает хорошие шаги на пути к демократии. Следует отметить, что во внеочередных выборах в президента Кыргызстана 10 января участвовало более 1000 наблюдателей от международных организаций. Айджан Аманова, Тыштык Кульбаев, Нью ТВ.